خیار وقت دیو تار اگر اون دو شارد نسان سفت از تفت زرد تو خنین انکارد نشارد ونداغ زنجینه تایو افت فعل سرگولای مال و موتر دود ولاد نزر دو فسم در اخت سواش گوگه کنای حقر دود نابو نزوردک لون محوار فين نبرخت بسنت خور محوار فين نبصر غدو غوار اما الصارخ كات زردة يدوار محوار فين محوار صن دورة صن بالش أرضي جناناس فنداج زنت الواف جنان دشار فكسا دم كت شرد جارون واس ودي ومن هستاد زرد الدار У нас вот сегодня торжественное мероприятие, которого мы ждали уже очень давно. Мы, кто знаком с творчеством Анны, уже много лет давно ждем выпуска этого диска, и наконец-то это свершилось. Анну я знаю уже очень давно и имела возможность слышать ее песни с их рождения буквально. Первую песню она написала, наверное, ей было 17, и это была песня на слова Таймураза Хаджита «Ниши-Ниши». Песня быстро обрела популярность в Цхинвале, это была запись под гитару. Немножко позднее, но почти сразу появилась песня «Бахарская», тоже на слова Таймураза Хаджита. С этими двумя песнями она стала лауреатом фестиваля осетинской песни. Там же она впервые спела песню «Кудайра Клапу» на стихи Сергея Хачика. اما موازن در پاییدن آبونوس رایبران بون خجیت تایمورازن اما خاشرت سیرگیه خاشرت سیرگی بیره تازون چام دیس منم مفدن یقوم الگنک اما مقوم الگنک دارو دیس ازای خطون دیدون تو گیهین اوتستن فلا دیمون کدشگه دیدو آفتر قگاگن آبون خاشرت سیرگی اما خاجت تایموراس مخصوصاً نیست آشبون نریفتوی فلمان وینه ما کمست اون خرم آودن چه ما تیماشین کنج مبارک بوده و مبارک بوده خاجت تایموراس مردست انبارده سیری بیرد استاد ردی تایموراس فلا ودست انبارده خلال ودست سکرجیمه اما تایموراس آرخ وزگودیس سیرگی خجاره فلا خوشا آفت بافند دیس اما از یمنی کفیر بردن تونده یعود یامور یعود تای نز بانگارتون مستر امجاب گته وجه مستر دامن باز مالن کتو یامون آخورن تا یا پویزی آخورن تا نما اگاس دیس آفت قسطا مزار جتم اما یه زرد مشدست ساتوه امجاب گته کنزار جته در اسم دیسک ما موسیقال آلبوم از کشرام تونو نوجه در بوز نگذخن همی سوشاده منه چی با خسکوتا دیسکراواژن آلبوزون فرسته اما منه با دیسکل چی باشین کنه آخه مادر من فجر دونزابون من نوجه در بوز نگذخن. Значит, человека, я как творческого человека знаю давно, ценю тем, что у него своеобразная мелодика, я немного разбираюсь в гармонии, очень интересная гармония. Это явление для любой городской культуры, это явление. Во-вторых, поэзия. Это исключительные авторы. Знаете, у нас есть люди, которые отдельно любят поэзию, а отдельно любят музыку. Если глупые слова, но музыка хорошая, они танцуют. Или наоборот. Плохая музыка, но слова хорошие, они слушают с удовольствием. Так вот здесь объединилось все, одно с другим. Очень интересные мелодические находки, очень интересные гармонические разрешения. Но хочу отметить, что это плюс ко всему еще и гражданская позиция.
И вот в Осетии внутри тоже родилась какая-то такая частица творчества, где осетинский язык звучит почему-то красивее, чем мы о нем думали, почему-то умнее, мудрее, чем мы обычно привыкли о языке думать. И я считаю, что это на самом деле явление культуры. Я думаю, осетинский язык займет свое достойное место в этом очень важном жанре искусства, как эстрада, потому что она не только как развлечение и, так сказать, для танцев и а это уже социальная вещь, это уже как орудие политики. Вот то, что мы сегодня делаем, это эстрада, это должно быть популярным, это должно быть орудием производства. У нас нет в республике ни на юге, ни на севере даже простой записывающей студии. Девочке пришлось таскать свои песни куда-то там в Ставрополь или в Пятигорск, я не знаю. Там оплачивать деньги, оттуда заказывать диски и так далее, и так далее. В общем, у меня температура, я сейчас начну горячие слова говорить, я буду чувствовать, что я приехал. Алгера Субадарец, он мужскаков канал ватарья как на хастанец. Так что хвалить, перехвалить не получится, а хвалить всегда пожалуйста, дорогие товарищи и друзья. Говорят, природа отдыхает на детях. Но Анна наследует блестящую традицию, генетическую традицию. Ее бабушка ценит она и обожает эту женщину. Дед классик осетинской литературы. Бабушка первая осетинка, профессиональная журналистка. Первая. Мать блестящий преподаватель математики. Отец гениальный осетинский ученый. Гениальный ученый. Который является отцом Аннушки. То есть, с одной стороны, блестящая вот эта генетическая линия, с другой стороны, внутреннее благородство этой девочки. Гераклит, Эфесский, которого за вычурность его стиля называли темным. И когда Платон прочел Гераклита, он заявил, то, что, говорит, я понял у Гераклита, это прекрасно. То, что я у него не понял, надо полагать, тоже прекрасно. Аннушка, то, что я услышал, твои песни, те, которые я слышал, они прекрасны. Надо полагать, что те, которые я еще не слышал, услышу в этой песне, они тоже прекрасны.